Регион со столетней историей. Республика Коми отметила свой вековой юбилей. Ковидные ограничения и перенос самых масштабных мероприятий на следующий год не лишил жителей нашего края праздничного настроения. Без салюта, однако, на новых общественных площадках. Как именно Коми отметила свой 100-й день рождения, в репортаже Анны Зубаревой. Пожалуй, центральным событием знаменательного для Коми дня стало открытие памятника Ивану Морозову. События долгие годы ждали близкие и родные Ивана Павловича. Об этом говорили не одно десятилетие. Как дань памяти, как знак уважения, как простое человеческое спасибо за все, что сделано Морозовым за 22 года служения родной республике. Монумент установили в Кировском парке столицы Коми, а изготовили в Санкт-Петербурге, в одной из старейших советских мастерских культурной столицы. Было у нас около 10 эскизов сделано. Там и сидящие были, и всякие разные. И почему все-таки решено, чтобы он стоя был? Мы, естественно, его биографию наблюдали, изучали, общались с людьми, которые хорошо его знали, и родственниками. И это та личность, которую нельзя посадить, понимаете. Бывают люди энергичные, динамичные, то есть люди, действительно идущие вперед и в будущее. Иван Павлович теперь уже в бронзе. Наконец, снова взглянул на свой любимый Кировский парк. Рядом с домом, где он жил с семьей, Иван Морозов отныне сохранен в веках. Еще одно новшество – подарок жителям к юбилею Коми – обновленная площадка под Чусами. Реконструкция продолжалась 1,5 года. На апгрейд потратили больше 110 миллионов рублей. Вместо асфальта под ногами теперь гранит. Территорию озеленили в скандинавском стиле. Городской пейзаж разбавили горными и желтыми соснами. Для разнообразия ландшафта установили валуны, 5 видов качелей, 45 светильников и дополнительные видеокамеры. Обновленный объект. Теперь большая фотозона. Видите, сколько детей, все рады, все катаются. Качели отличные, площадка хорошая. Так что можно гулять с детьми теперь. Я в восторге, честно. С коляской можно погулять, с детьми погулять, на самокатах поездить. Как обещают власти, в дальнейшем преображение площадки под Чусами продолжится. Сейчас дизайнеры составляют эскизы и разрабатывают проект по обновлению примыкающего сквера около республиканского стадиона. А это уже Ухта. Здесь отпраздновали не только юбилей республики, но и День города. Открытие выставочного зала художников ждали долгие годы. Все очень красиво, очень потрясающий выставочный зал открылся. Не хватало такого помещения как раз для музея. Это, по-моему, самое оно. На столетие республики тем более. Изменился до неузнаваемости центр творчества имени Корчевского. Яркие и светлые помещения для кружков и секций, просторный коворкинг, почти полностью остекленный спортзал. Преображение оценили все, в том числе почетный гость церемонии экс-министр культуры республики Сергей Емельянов, уроженец Ухты и частый посетитель Дома пионеров. Он помнит эти интерьеры совсем другими, особенно оценил модельную библиотеку центра. То, что было в моем детстве, конечно, это не то, что мы видим сейчас далеко. Это совершенно иные впечатления и совершенно иное качество, поэтому сейчас у детей Ухты есть совершенно иные возможности. Мне, как председателю Совета по культуре Северо-Запада, приятно до сих пор осознавать, что Республика Коми продолжает быть лидером библиотечных изменений в стране. Со столетием Коми жители республики поздравили и артисты Государственного академического русского народного хора имени Митрофана Пятницкого. Коллектив выступил на сцене Республиканской филармонии и таким образом дал старт гастролям в нашем регионе. В репертуаре коллектива подлинные русские народные песни, композиции в современной обработке, авторские произведения, плясовые и хороводные мотивы. Артисты за эту неделю посетят Воркуту, Инту, Печору, Усинск и Ухту. Такой проект у нас в Республике Коми, он впервые при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. И основной организатор – это федеральное учреждение «Росконцерт», которое, зная о нашем вековом юбилее, пошло нам навстречу. И такой беспрецедентный тур нам предоставило такого замечательного коллектива. А завершить праздничный день можно было в компании самовара на свежем воздухе. Посмотреть кино на траве пригласил жителей гостей Сыктывкара Дом-музей имени Морозова.
Такие вот пространства, открытые для горожан, работают во многих городах. И нам эта идея пришла после того, как мы сами приняли участие в таком же формате в городе Казани. И настолько это здорово, там, конечно, было при кинотеатре, но мы подумали, что наш город не имеет такой услуги, и нам очень сильно захотелось. Тем более у нас есть пространство, дом-музей, где можно отлично провести вечер. Организаторы встретили горожан коллекции фильмов о Коми, развитие и освоение Коми-края, культура, выдающиеся личности республики. Все это в короткометражках. Тут же провели викторину на знание фактов о малой родине. А как в этот день по-другому? У нашего региона богатая, уже вековая история. 100 лет, возраст непреклонный. Тут больше подойдут другие слова. Почетный и гордый. Анна Зубарева, телеканал Юрган.